Рабочее утро главы государства началось с инспекции ремонтных работ на автомобильной дороге по улице Гумистинская. О ходе ремонта Бадри Гумба рассказал начальник управления капитального строительства республики Дамир Гамисония. Общая квадратура улицы составляет 4700 квадратных метров. Лимит финансирования составил 9 миллионов 800 тысяч рублей. Работы были начаты 5 июня, срок завершения планируется на 11 июня. Долгие годы улица Гумистинская находилась в удручающем состоянии. В непогоду передвигаться по этой трассе было сложно не только автомобилистам, но и пешеходам. Жители близлежащих домов обратились за помощью к депутату парламента Астамуру Герхелия. При его содействии здесь начались работы по капитальному ремонту дороги. Подрядчиком является фирма «Спецдорстрой», заказчик управления капитального строительства. Далее президент принял участие в торжественном открытии спортивной площадки в новом районе по улице Аргун. До церемонии открытия объекта местная детвора поделилась с нами своими планами на нее. Здесь, по словам мальчиков и девочек, они совсем скоро соберут районную команду по футболу и, возможно, волейболу. А еще будут тренироваться по вечерам, становиться сильнее и выше. По вечерам где-то в часов 8-9 играть в футбол со своей командой против других дворов будем звать. Объект построен при финансовой поддержке Совета Краснодарского регионального отделения Общероссийского общественного движения «Россия молодая». В торжественном открытии спортплощадки также принял участие мэр столицы Тимур Агарба, его заместители Автандил Сурманидзе и Константин Тарба, депутат Астамур Герхелия. Встретили гостей местные жители, которые давно ждали этого события. Один из них – председатель Совета старейшин Аполлон Думава. Огромное спасибо говорим нашим добрым соседям, краснодарцам, за такую активную помощь. Это для развития спорта детей колоссальное значение имеет. Нам сказали, что вот этот молодой человек всеми этими делами курировал. Огромное Мы искренне от всей души старались, как вы можете заметить, использовать самые качественные материалы, самые лучшие технологии, которые нам известны. Также по запросу жителей этого района сделали дополнительное благоустройство, то есть делали действительно от души, искренне, не на галочку. И я надеюсь, что это придаст дополнительный импульс для развития в целом и спорта в Абхазии, сделает спорт более доступным для детей, для жителей, ну и, безусловно, украсит досуг для жителей этого района. И в ближайшее время у нас будет в эксплуатацию еще новых площадок, и мы будем стараться радовать жителей Республики Абхазия новыми замечательными проектами. Спасибо. Бесценный подарок, я вам скажу. Хотел бы поблагодарить тех, кто реализовал этот проект. В первую очередь, конечно же, этого не могло случиться без поддержки руководства Российской Федерации. Как вам известно, более 12 таких спортивных площадок на территории Абхазии сейчас находятся в работе. Мы сегодня открыли первую площадку в густонаселенном районе, в новом районе. Это очень востребованная площадка для того, чтобы наши детишки занимались спортом. Спорт – это здоровый образ жизни, это здоровье нового поколения. И в этом смысле мы эту работу обязательно продолжим. На этой неделе мы откроем 5 площадок. Вновь введем в эксплуатацию, и до конца месяца все 12 площадок откроют свои двери для нашего молодого поколения. Рады новой спортивной площадке не только дети, но и взрослые, ведь объект многофункциональный. Здесь можно играть не только в футбол, волейбол, стритбол, но и потренироваться в воркаут-зоне. Я здесь живу с 2014 года, и на протяжении всего этого времени деткам не было где играть. Поэтому для нас сегодня это большое событие. Нам очень приятно, что на нашу просьбу откликнулись, что нас не оставили так, что это все было оперативно сделано. Огромное спасибо Бадру Зурабовичу, Краснодарскому краю и нашему дорогому
Астамбур-Герхелия. Это очень большое событие. Дети у нас рады, счастливы, мы спокойны, что теперь есть где играть и что они чем-то заняты. Согласно проекту, это одна из площадок, построенных при поддержке Краснодарского края. Подарок Абхазии от России. Новый объект на баланс 9 июня приняла администрация города. Важное событие здесь, в таком густонаселенном микрорайоне. Очень много детей, которые действительно нуждались в таких площадках. Мы, как администрация города Сухум, благодарим коллег из Российской Федерации. Принимаем объект, качество на высшем уровне, значит, принимаем на баланс, и дальнейшая эксплуатация и обслуживание объекта тоже за администрацией города Сухум будем бережно эксплуатировать. Затем президент посетил спортивную площадку на улице 30 сентября в новом районе Сухума, которую требуется восстановить. Глава государства отметил, что в этой местности проживает много детей. Бадра Гумба поручил мэру столицы подготовить проект и рассчитать сметную стоимость необходимых мероприятий. Давайте подумаем, да, как эту площадку в порядок привести, посчитаем, сколько нам эта история обойдется. Облагородить, что все Да. здесь нормально. Да. Ну, запроектируем сейчас такую универсальную площадку спортивную с С резиновым учетом, что тут не покрытием. прям большая территория, я бы разбил бы, вот в какой-то школе, по-моему, 6-й или где-то мы разбили. Отдельно сделали зону воркаут, отдельно спортивную, не объединяли. То есть тут примерно та же история может быть. Да. Надо подумать, померить. Распланировать эту территорию по площадкам, и тренажерная площадка, и сохранить историю с футбольным полем. Если получится как-то развить и баскетбольную секцию как-то сюда добавить. Это можно на одной площадке такую универсальную Да, сделать. да, Баскетбол, да. мини-футбол. Да. И, конечно, закрыть территорию. Да, Надо будет обязательно. обязательно закрыть ее. Президент Бадра Гумба также посетил 5-ю столичную школу в новом районе. Общаясь с дирекцией учреждения, глава государства отметил, что будет оказано содействие в восстановлении фасада школы. Все остальные вопросы, которые актуальны и тревожат, распишите, дайте нам знать, чем мы можем быть полезны для школы. Тем более для моей родной школы, которая получилась. Это Дзаман Шулара, вчера Дука. Очень приятно, конечно. Родную школу вы не забывайте. Это, да, мы так. Так, ну, у нас в этом году выпускников 55, это 11 классы. К сожалению, в этом году у нас нет медалистов, но на следующий год у нас будет. На этом визит главы государства в новый район столицы завершился. Гугу Савардания, Инал Гвинжия, Абхазское телевидение.